Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня мы поехали на двухдневный поход в приграничную зону с Грузией, Мелк-Ист. Место такое классное, красиво, с погодой повезло. Мосты навесные, такие интересные, удобные. Вот такая красота, прям реально. Ребята экстремальные, это не просто, это тяжелый труд. 7 октября, еще цветы есть, и река такая огромное ущелье такое. И вниз побежали. Это склепы тоже, где они такие, с этой стороны реки. И там на самом верху башня, мы сначала туда поднимемся. Какая красота здесь. Это целая история, непростая. Кости снаружи, тут склеп развалился, и все опало. Здесь тоже такие склепы, такие петроглифы. Он обвалился просто. Жия. Это уже детский склеп был, он рисунок тоже другой у него на улице с рисунком, я сейчас показывал. Это уже детский получается. Тут черепа маленькие. Самое главное, все разложены на полке, да? Я так понимаю, кости они бросали в подвал. Кости уже держали наверх. Гуш, дальше. Сейчас ставим палатки и будем спать здесь. Это наша база такая. Свою палатку тоже покажу. Вот полная палатка. Вот мой сосед нехороший. 12 часов ночи. Варится суп. Так, раз еще настроить тешь. Все, готовимся. Идем вверх. А что там? Там башни. Там красота, там история. Там внизу 22 было или 24 склепа внизу. А сами строения, они вот до самого верха туда. Много что разрушилось, но есть и сохранившиеся. Посмотрим, что там наверху. Вот эти строения, представляете, как они их строили, на таких обрывах, склонах, туда подняться тяжело. Я уже переживаю за спуск, а тут люди это все строили, жили. И все равно даже здесь им не давали жить. Ряд идет петроглиф, а снизу какой-то другой камень.
Это все высота 1310 метров. Все находится на такой высоте и на такой красоте. Это просто непередаваемая красота. Место называется Васаркела. Наши палатки вон там внизу, сюда мы поднялись. Получается здесь 1310 метров. И на такой высоте вот такое строение. Я еще изнутри покажу. Это просто огромное, скажем, дом или здание по тем временам. Высота 1310. Подняться сюда прям очень тяжело. Я еще изнутри покажу, как сюда подняться. Комнаты. Чтобы вы примерно видели, где это все. Смотрите. Сюда подняться. Отсюда, с этой стороны. Это не просто так. Это строить не просто так. Было. Но они строили, жили. Это окно было. Говорят, какое-то дерево. Отдельно скажем. Такое помещение было здесь. Что потом поднимемся. Здесь другое здание. Высота 1310 метров. 1310. На такой высоте. Там ширина здесь максимум 3 метра получается. Вот где самое узкое место. И здесь такие башни. Еще выше башни. И самое главное, посмотрите на эту красоту. Как они это все сделали. Мы еле-еле ходим здесь. А тут они все это построили. Жили тут. И все равно жить не давали. Вот что самое обидное. Это петроглифы. Они идут один ряд. Такие интересные. И сверху еще один ряд такой. Самое интересное, снизу идет такой камень. Я не знаю, мрамор это или что. Но снизу тоже такой интересный камень идет. Омар смотрит снизу. Наш самый лучший оператор Бекхан тоже там. Он тоже уже альпинист. И это вся красота на таком красивом месте. Это не просто. Это сложно. Вот. Примерно так все это и происходит. Все так и снимается. Опять же, вид такой шикарный. Просто суперский. Такое строение было здесь. К сожалению, все разрушилось. Здесь разрушилось, потому что это как бы такое, внутри уже такое огромное дерево и выросло, и высохло. И отсюда можно тоже подняться, посмотреть, что здесь. Оттуда вверх туда можно подняться. Строение. Где-то отсюда я поднялся сюда. Здесь тоже была комната или что-то. Дальше уже идет башня боевая. И отсюда такой выход с этой стороны. Да, можно туда подняться. Если это все показать сверху, отсюда тоже была своя защита. Везде строения были. Вот они. Они такие экстремальные, не просто их построить и жить здесь. Видимо, такая мощный укреппункт или районный поселок что-то было. Скажите, как они могли, как они строили вот такие башни на таких склонах. Вот там тоже такое же строение. Но как же это? Как они это все делали? Это вообще непонятно. Дальше там Сиахелен называется место. И здесь уже отдельные склепы. Да.
Вот отсюда самый верх и самый снег. Высота 1360 метров здесь. И это такая вода. Он наверху башни. Сейчас люди туда вверх поднимаются. И здесь тоже склепы. Так, еще с этой стороны тоже, с этого обрыва получается, с этого склона тоже много склепов. С этой стороны спуск. Такая экстремальный спуск, можно сказать. Такая тропинка, и вон туда надо спуститься. Самое главное, с этой стороны везде строение. Строение и защита. Защита, я так понимаю, вот этими камни они поставили именно там, где как-то можно было подняться, чтобы люди вообще не поднимались сюда. Это как оборона, если я это правильно понимаю. Сирия. Ну что, господа, Домой. домой, да? Господа, присяжные. 23:02 время. Как минимум 2 часа надо идти еще пешком. Да, Умар, эй! Дальше уже у нас транспорт нас ждет. И поедем на машине. 23:09. Сейчас мы уже спускаемся.